Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я собралась испечь пирог зебра. Всем известный, наверное, это пирог, все знают. Все по-разному делают. Вот. Я еще это не пекла такое. Первый раз делаю. Так что посмотрим, как у меня получится. Вот здесь у меня на столе я взяла, значит, яйца 3 штуки. Кефир 200 грамм. Сахар 130 грамм. Масло растительное 75, какао-порошок, значит 10 грамм и сахар, ванильный сахар, столовая ложка, ой, чайная ложка. И мука. Мука здесь 230 грамм тоже взяла. Так, начнем. Положили яйца. Так, сюда щепотку соли. Дальше ванильный сахар и сахар простой сюда же. Все размешиваем. Пока Маша, так сказать, мешает первые составляющие нашего легендарного пирога зебра, я с вами, друзья, поздороваюсь. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Всем привет, друзья. Вот этот пирог, вот Маше очень хочется его испечь. Я не настаивал, вот я говорю, я хочу испечь этот пирог зебра. Говорит, сколько его показывают, столько вариантов много, и вот я говорю, попробую и все. Если же я, например, вот как с пельменями было тесто на кефире, я уговорил все-таки Машу, я говорю, ну, я хочу попробовать эти пельмени с тестом на кефире. Маша же меня хочет угостить вот таким пирогом зебра с какао. А я, что думаете, я откажусь, что ли? Я не такой, как бы, отказывать не привык, короче говоря. Сюда кефир. Ну, кефир комнатной температуры. Ну, здесь все комнатной температуры. Яйца, кефир. Все комнатной температуры, чтобы было. И яйца, и кефир. Я вот смотрю, еще на столе там сода еще пойдет, наверное. Посмотрим, друзья, что за вкусняшка, что за пирог получится. Ну, думаю, нисколечки не будет невкусно. Добавляем соду. Где-то ложечку, да? Чайную, да. Чайная ложка. И у меня здесь 70 миллилитров растительного масла. Тоже сюда. И сюда просеиваем муку. Ну, тесто вроде как готовое. Вот такое жидненькое тесто. А теперь делим на 2 части. Как там показывали, так же и делаем. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Как говорится,
Как там пословица говорится? Одна мучка, но разные ручки. Вот и посмотрим. А то для нас тоже, Маша, тоже некоторые пишут, что шанги сделали, по вашему рецепту не получились и все такое. Так, сюда добавляем какао. У меня здесь 2 столовые ложки. Это все размешиваем. Какао я люблю. Вкус, вот аромат такой идет. Вкусно. Вкус. Запах шоколада. На ляз похожий, да? Да. Ляз у нас такое национальное блюдо, есть десерт. Из, Цвет и состав, из черемухи. да, и похож на это самое ляз. Вот такой ляз, друзья, бывает. Ну, у нас. Надо вот как-то вам показать, это тоже ляз такой. Все, смешали, да? Угу. Так, готово. Тесто у нас готово, получается? Да. И теперь самое интересное у нас начнется. Самое интересное. Мы, наверное, включим сразу духовку такой. Я вот не знаю, на сколько градусов, Маша? Так, на 180 градусов. 180 градусов, пускай греется. Угу. А тем временем мы приступаем к самой интересной нашей части. К самой творческой, так сказать, части. Будем делать узоры и все такое. Вот так. Ну что, приступаем. Так, сейчас я устроюсь, это самое. Самые ответственные части. Да. Пошло дело. Как говорится, поехали. По 2 ложки Маша кладет по центру. 2 ложки одного цвета теста, 2 ложки с какао. И потихоньку расплывается наше тесто. Вот так. Уж больно Маше этот пирог хотелось попробовать. Я никогда не откажусь от сладкого пирога. У нас, мне кажется, форма большая. Перебор. 20, надо было тесто побольше сделать, а так-то все правильно, растекается и все такое, но форма большая. Согласись, Маша, да? Угу. Посмотрим, как получится. Что получится и как получится, мы обязательно покажем. И ничего не будем приукрашивать. Вот как будет, так и покажем. Получится, получится, не получится. Также скажем, что не получилось. Будем в следующий раз то исправляться. Шанги у нас вкусные получаются. А я этот, наверное, я не знаю. Ну, вкус там будет вкусным, просто мы с формой не угадали. У нас меньше просто формы нету. Тут у нас 24 сантиметра форма, да? А получается, что надо, наверное, еще так и 20. Ну и тесто побольше надо делать.
Чем не зебра? Зебра. Полоска уже есть. Сейчас еще что-то Маша будет там делать. Ну, как в рецепте показано, так же и Маша делает. Готово. Ну, смотрите, друзья, чем не красота? Красота же. Супер! Ну, потом За то, что я сомневался, Маша, в лоб не дать надо. Это вообще цветочек такой красивенький получился. У нас духовка еще не согрелась. да, Я поздно. не знаю, потом это будет шендер-бендер или нет. Нет. Нет, нормально будет? Да. Так, наш пирог отправляем в духовку на 40 минут. Еще, подожди, я налюбуюсь еще такой красотой. Смотри, какой красивый такой узорчик. Я знаю, что после духовки не такой будет красивый. Действительно красивый узорчик. Что как это самое советовали в рецепте, давай. Да. Все строго соблюдаем. Единственное, наверное, с формой чуть-чуть все равно не угадал, и я это буду настаивать, потому что форма при таком, это самое, при такой раскладке составляющих надо 20 сантиметров, у нас 24. Угу, чуть больше. Чуть больше, да. Поэтому Ну, посмотрим потом. пирог не после слишком, ну не выпечки слишком толстый, какой просто будет. получится, наверное, еще. А так вкус-то нормально. На сколько минут? Ну, на 40 минут. Там посмотрим. Ну да, он не толстый, да, не знаю, потом, может, пораньше даже давать. Угу. 30-40 минут. Ну, там будем смотреть. У нас уже готово. Время подошло. Так, мы держали 30 минут, друзья. 30 минут. Шпажкой Маша проверила. Все нормально, говорит. Испекся. Узор, смотрите, сохранился наш. Все красивенько. Смотрите, какой красивый пирог. Вообще. Ну что? Подождем, пока остынет, наверное, давайте. Да. Или достанем с формы. А давай достанем. Форма разъемная, да. Мы, наверное, бока откроем. Пускай остывает так. Быстрее так остынет. О. И не знаю, пирог гощать. А, друзья, смотрите, пирог поднялся. И кажется, что форма-то и не очень не маленькая. Такой. Хоп. Вот тебе и весь пирог. Еще с вытащенной формой сейчас поснимаю. Вот, смотрите, какой красивый. Вообще красавчик. А пока подождем, пока это все остынет. Естественно, если сейчас отрезать кусочек, то, конечно же, будет пирог немножко сырым. Ну, всегда же выпечка, что хлебушек, что шанги, что пироги. Надо дождаться, чтобы Немножко. хотя бы немножко остыл. Угу. Потому что сейчас еще идет процесс, еще идет процесс допекания внутри. Он горячий. Ну что, пробуем наш пирог. Да, он немножко подостыл уже, но он теплый такой еще. Сейчас покажем в разрезе. Мы обещали же честно это все показать, что там испеклось, не испеклось, поднялось, не поднялось. Ну, подняться-то поднялось. И цвет такой. Друзья. Ну-ка. О, вот смотрите, друзья, с близкого расстояния там отломался кусок. Остался там, наверное, внутри, да? Угу. Ну-ка, такой, смотрите, все пропеклось, и такой мягенький, и узор там. Действительно, это все отлично, осталось на вкус. Попробовать. Попробовать, да. М. Ну и как? М.
вкус какао. Да. Отлично. Угу. Маша взяла молоко. Не чай, а пирог с молоком. Ну как? Отлично, да? Угу. Чувствую. Оценка чувств получена. Не бед. Мягкая, говорит. Мягкий, говорит. Угу. Нежный, да? Угу. Очень Ну и- нежно, очень вкусно. Ну и отлично. Ну и отлично. Прямо не бед. Ой, я забыл. Маша как раз ломала этот кусочек. Угу. О. Все испеклось. Что испекло. Значит, ручки тоже те. И мучка-то, и ручки те же. Все хорошо. Ну, Маша попробовала. Теперь я из Машиных рук, из рук хозяйки, укушу я такой пирог. М, Воздушный какой-то такой. да. Пышный, нежный и вкус шоколада такой, ну, какао вкус. Вкусно. М. М. Холодным молоком вообще класс. У меня полный рот этого пирога и ну вкусно, да. Сейчас, друзья, прочавкаюсь, проглочу. Ну вот, как говорится, резюме такое. Пирог у нас по рецепту в интернете получился у Маши. Отлично. Спасибо, Машенька, за такую очередную вкусняшку. Пусть не шанги, но пирог тоже отличный. К чаю. Самый Да. раз. Маша все время собиралась этот пирог испечь. Вот она испекла, и еще у нее получилось. Отлично, Маша. Миллион нравишек тебе от зрителей. Думаю, зрители не откажут в этом. На этом наш ролик будем заканчивать. На этой такой вкусной, красивой ноте. Пирог и вкусный, и красивый, и нежный. В общем, очаровательный. Пирог от очаровательной Марии. Всем пока. До новых рассветов, друзья. И пускай они всегда будут добрыми. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Продолжаем чаепитие. Друзья, а мне сейчас Маша нальет чай. Я не молоко не пью, а буду чай. Во.